Месяц назад Джевлан Ширмемет, проживающий в Турции, дал показания о своей матери, которая была арестована и водворена в лагерь перевоспитания из-за того, что посещала Турцию. 8 марта Джевлан Ширмемет опубликовал видеообращение, в котором призвал мировое сообщество обратить внимание на участь его матери и тысячи детей, подобных ему, которых Коммунистическая партия Китая разлучила с их матерями. Отметив, что в день, когда весь мир празднует Международный женский день, Ширмемет заявил, что не может поздравить свою мать, которую, как и многих других женщин, объявили террористами. Джевлан Ширмемет выразил свое глубокое огорчение тем, что не может поговорить со своей мамой в эпоху высоких технологий и прогресса человечества. Китайские власти заявили, что подавляющее большинство инфицированных коронавирусом в Восточном Туркестане выздоровели и что только немногие из них проходят лечение и находятся в карантине. Согласно заявлению Центрального правительственного медицинского управления Уйгурского региона, 70 из 76 человек, у которых ранее диагностировали коронавирус, были выписаны из больниц. Количество людей, находящихся под наблюдением, сократилось до 1348. Несмотря на то, что китайские власти утверждают, что в Восточном Туркестане не было обнаружено новых случаев заражения, Associated Press опубликовала заявление американского сенатора Марко Рубио, который выразил уверенность в том, что говорить о текущей ситуации в концентрационных лагерях невозможно, за исключением данных, предоставленных китайскими властями, которые держат страну в информационной блокаде. Число погибших от эпидемии коронавируса в Китае возросло до 3139. Согласно заявлению Национальной комиссии здравоохранения, за последние сутки погибло 17 человек и было выявлено 19 новых случаев заражения. Большая часть смертей произошла в провинции Хубэй. Общее количество инфицированных составило 80 754. Состояние 4794 критическое. Количество лиц, находящихся под наблюдением, сократилось до 16 982. Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам сделала письменное заявление о состоянии Трампа, о котором появились слухи, что он, возможно, заразился коронавирусом. Гришам сделала следующее заявление. Трамп отказался пройти тест на COVID-19, потому что у него не было длительного контакта с инфицированными и не было обнаружено симптомов заболевания. Дональд Трамп находится в отличном состоянии, и его частный врач внимательно следит за его здоровьем. Американские СМИ заполонили сообщения о возможном заражении Трампа и вице-президента Майка Пенса, принявших участие в мероприятии, на котором присутствовали инфицированные лица. Мусульмане стали мишенью новой волны насилий, вспыхнувших после подписания нового закона о гражданстве, который поставил мусульман в положение граждан второго сорта. Под руководством Нарендри Моди индуистские националисты и полиция атаковали мусульман в городе Дели. Большую часть из 47 погибших составили мусульмане, которые были убиты после объявления комендантского часа. С начала демонстрации в общей сложности погибло 79 человек. Мусульмане пришли в ярость после того, как за последние 48 часов были сожжены мечети Масджид Мауля Бакш, Бабри Масджид, Чанд и Джамия Арабия Мадина Туль-Улюм.